Добрый день, уважаемые абитуриенты! Рада вас приветствовать. Меня зовут Цылюгина Ирина Борисовна. Я кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и социального образования, а также руководитель магистерской программы, специалист по работе с семьей. Сегодня мы с вами проводим консультацию по вопросу вступительных испытаний. Значит, начнем с самого главного. Наша магистерская программа называется «Специалист по работе с семьей». Форма вступительных испытаний – это дистанционная. Вид испытания – тестирование. Вам будет предложено 25 тестовых заданий. Эти задания вы должны будете на них ответить в течение 60 минут. Дается только одна попытка. Максимальное количество баллов 100, минимальное количество баллов 50. То есть верхний и нижний пороги оценивания. Но я думаю, что чем выше будет ваш балл, тем больше шансы для поступления к нам на бюджетные места. Вся процедура вступительных испытаний утверждена в разделе, представлена в разделе программ вступительных испытаний на сайте Башкирского государственного педагогического университета «Приемная комиссия». Еще раз повторюсь о том, что форма сдачи вступительных испытаний является дистанционной, и поэтому вам нужно будет зайти через свой логин и пароль, который вам будет отправлен на электронную почту. Если он не пришел, уважаемые абитуриенты, этот логин и пароль, это письмо не доставлено было до вас, обязательно проверяйте папочку «Спам». Может быть и такой сбой системы, когда письмо уходит в папку «Спам». Последующие посещения сайта уже вы будете заходить под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом, на это обязательно обращаем ваше внимание, нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и главный разворот паспорта с фото и вашей фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, является ограниченным. У вас, уважаемые абитуриенты, только одна попытка. Самое позднее время входа на сайт для ответов на тестовые задания – это за 1,5 часа до его завершения. Теперь посмотрите, пожалуйста, как будет у нас организована эта деятельность, чтобы вам нигде не ошибиться. Вы заходите на сайт приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, выбираете вкладку «Магистратура», выбираете вкладку «Расписание консультаций и вступительных испытаний» на 2022-2023 год и смотрим расписание. Вот посмотрите, пожалуйста, расписание вступительных испытаний. Обратите внимание, выделенное желтым цветом, комплексный экзамен по направлению профилю специалист по работе с семьей. У нас указан подавшие документы с 20 июня по 6 августа, 11 августа с 10 до 22. То есть самое позднее время для входа – это 8:30 вечера.
Подавшие документы 7 августа по 12 августа, для вас комплексный экзамен будет открыт 18 августа. Ну и те, кто подал документы уже с 13 августа по 11 сентября, для вас вход будет открыт 15 сентября. Обратите внимание, есть у нас вот указано резерв, да, то есть для первой волны 11 августа, резервный день 17, то есть если вдруг по каким-то объективным обстоятельствам вы 11 августа не смогли, то вы можете пройти тестирование 17 августа с 10 до 17. Время сокращается, предполагается, что вы более мобильные, более собранные. Да? Но рекомендация постараться, безусловно, пройти тестовые испытания, комплексный экзамен в день, когда это указано в расписании, а именно 11-18 августа. 15 сентября это для тех, кто поступает на коммерческой основе. Соответственно, приказ о зачислении у нас уже будет известен в конце августа. Да? Так. Про расписание я сказала, да? Теперь давайте посмотрим, как же подготовиться к сдаче вступительного испытания. Опять же, вы можете зайти на сайт приемной комиссии, выбрать вкладку «Магистратура», зайти во вкладку «Программа вступительных испытаний. Специалист по работе с семьей», и увидите, вам выпадет эта программа, да? Вот она, программа вступительного испытания. Заверенная, где все прописано, на какой платформе, какими инструментами техническими вы должны обладать для того, чтобы все у нас получилось. Теперь давайте остановимся более подробно, собственно, на тех моментах, которые могут быть вам полезны в процессе подготовки к вступительному испытанию. Да, еще раз повторюсь, значит, рассчитано на час ваше вступительное испытание, 25 тестовых заданий. Эти задания у нас представлены в виде ряда разделов. Первый раздел – теоретическая и практическая педагогика. Второй раздел – общая психология. Третий раздел – социальная педагогика. И четвертый раздел – семьеведение. Пятый – профилактика социального сиротства. Вот на этих 5 разделах как раз-таки и сконцентрированы тестовые задания. Сейчас вы видите перед собой примерные тестовые задания, что вас, собственно говоря, ждет, когда вы будете отвечать на экзамене. Да? То есть это вариант. Вопрос сформулирован и даются 4 варианта ответа. Вам нужно выбрать один из представленных 4 вариантов. Ну вот давайте рассмотрим на конкретных примерах. Да? Кем была разработана теория и методика воспитания в коллективе? Варианты ответов: Сухомлинский, Макаренко, Блонский, Толстой. То есть этот вопрос у нас идет из блока «Общая педагогика». Мы с вами понимаем, что теория и методика воспитания в коллективе, для тех, кто готовился к экзамену, знает, что основоположником является Антон Семенович Макаренко. Следующий, давайте посмотрим пример. Вид наблюдения, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми. Да? И точно так же представлены 4 варианта ответов. Это вопрос у нас из блока «Общая психология». Итак, при каком наблюдении люди не знают, что они являются наблюдаемыми? Внимательно читаем формулировку вопроса, внимательно читаем варианты ответов, вспоминаем
анализируем, может быть методом исключения, исключаем, что с вашей точки зрения является неправильным, таким образом остается только правильным. Какой вид наблюдения относится к данному представленному вопросе, да, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми, это скрытое наблюдение, безусловно, ну не знаю, да. Следующий пример. Социальная педагогика – это наука, изучающая образование как социальный феномен, социальное воспитание в контексте социализации, закономерности педагогического процесса как фактор развития человека и социальные институты. Данный вопрос у нас представлен из блока «Социальная педагогика». Да? Итак, что же за наука социальная педагогика? Это как раз-таки наука, которая изучает социальное воспитание в контексте социализации личности. Опять же, если вы смотрели и готовились к экзамену, то, соответственно, вы сможете ответить на данный вопрос. Ну и еще вопросы, примеры. Да? Методом диагностики семьи не является диагностика семьи. То есть это у нас вопрос из блока семьеведения. Метод беседы, метод наблюдения, метод анализа семейной истории, метод дискуссии. Прошу обратить внимание на формулировку вопроса. Внимательно читаем. Не что относится, а что не относится, не является. Да? Это у нас диагностика, метод дискуссия не относится к методам диагностики семьи и личности. Да? Понятно. Следующий пример. Что свидетельствует о кризисе семьи? Вопрос. Опять же, из блока семьеведения. Ответы. Варианты ответов. Снижение детности семей, увеличение числа одиночек, резкое падение количества заключаемых браков. Все ответы верны. Безусловно, мы с вами понимаем, что на данный вопрос правильный ответ, все ответы верны. И еще один пример. Ребенок, который имеет биологических родителей, но по каким-либо причинам не занимаются они его воспитанием, называется, варианты ответов, сиротой, социальной сиротой, недееспособным, девиантом. Данный вопрос у нас из блока профилактика социального сиротства. Да? Ребенок, имеющий биологических родителей, то есть родители живы, но не занимаются вопросами его воспитания, это социальный сирота. То есть вот подобного рода задание в количестве 25 штук будет предложено вам во время как раз-таки вступительных испытаний. Повторюсь, время отводимое 1 час. Одна единственная попытка дается для того, чтобы ответить. То есть повтора захода еще раз уже не будет, только 1 раз. Понятно, да? Так, ну и еще хотелось бы сказать, что в конце консультации у вас будет представлена пошаговая инструкция для сдачи вступительного испытания. То есть еще раз вы зрительно можете посмотреть все то, что я вам сейчас проговорила, и еще раз где-то, когда вы будете сомневаться, прошу вас обратить внимание на эту инструкцию, которая является алгоритмом своеобразным. Да? Ну и какую литературу я вам могу порекомендовать для подготовки к экзамену? Это учебник Басова «Социальный педагог. Введение в профессию», учебное пособие Барытко «Педагогика», учебное пособие Васильковой «Социальная педагогика», учебное пособие Марусевой «Современная педагогика», учебник Мудрик, автор «Социальная педагогика», учебник автор Мустаева «Социальная педагогика» и учебное пособие автор Никитина «Введение в педагогическую деятельность». Ну вот это основные источники, где вы можете найти
ответы на те тестовые задания, которые вам будут предложены во время вступительного испытания. Ну и сейчас хотела бы, конечно же, сказать, еще раз акцентировать, да, свои контакты. Целюгина Ирина Борисовна, руководитель магистерской программы, специалист по работе с семьей. Указаны мои контакты, а именно сотовый телефон 8 917 403 7305, электронный адрес, моя личная почта, куда вы можете написать для того, чтобы получить компетентный ответ на интересующий вас вопрос. Но я думаю, уважаемые абитуриенты, что степень вашей готовности позволит вам набрать максимальное количество баллов и поступить к нам на магистерскую программу «Специалист по работе с семьей» и уже с нового учебного года войти в категорию магистрантов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Спасибо вам за внимание. До встречи! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку «Спам». Обязательно проверяйте папку «Спам». Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест.
Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.